В сегодняшнем видео мы шокируем вас фактами о миграции. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что обязательно шокирует весь Таджикистан. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Будут беженцы прибывать, кого-то будут депортировать, кто-то ассимилируется, кто-то сам уедет, кого-то в тюрьму посадят. Вот пока вот такая стадия как бы. Были очень сильные задымления Москвы, и практически мер никаких не приняли. Многие москвичи раньше срока ушли из жизни. Сейчас уже другой мэр. Но Мосгордума должна влиять на все процессы. Увеличивается количество мигрантов. Это не очень хорошо. Мигрантов надо распределять по всей стране небольшими партиями. В основном в сельской местности. Я вот был в Валдае, Тверская область. Там в отставке полицейские чины, майоры, подполковники. У них большие огороды, сады. И есть где жить. Они берут 2-3 рабочих в Средней Азии. И там они им все делают, помогают по хозяйству. И рабочим хорошо. Жилье есть бесплатное, питание есть, безопасно. И они помогают им, потому что одному не управиться. А когда их в одной части города несколько сот, и еще живут в подвале, иногда их кидают, не платят зарплату. Я тоже считаю, что нам нужно цивилизовывать и ужесточать порядок въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан. Прежде всего и всегда речь идет о гражданах среднеазиатских республик. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Пытаются адаптироваться. И все равно она говорит, когда ее спрашиваешь, почему не хочешь остаться в России. Помните, что она сказала, да, девочка? Мне как-то не по себе. Вот откуда это? Смотрите, замечательные девочки, красивые, причем все там красавицы, включая маму, да, правда? Правда, заметили, да? Вот. А все равно, видите, вот они говорят, а вторая девочка говорит, что да понаехавшие тоже, вот нет-нет, да и проскальзывает. Ну, вот с теми вещами, с которыми мы постоянно работаем, мы постоянно опрашиваем там, да, мигрантов и по группам, там, и женщин, и детей. Вот, я думаю, что мигрантофобия – это такой джин из бутылки, которым не занимались, скажем, лет 10 уже, там, да, и сейчас даже какие-то действия со стороны президента могут быть предприниматься, там, да, специально какие-то усилия предприниматься, но просто слишком долго за этим не следили, и этот процесс такой очень инерционный, и сейчас уже довольно сложно сделать, потому что СМИ так раскрутили эту проблему, с одной стороны, с другой стороны, существует такой комплекс чужака, там, да, вот, когда ты другой национальности, из другой страны, ты по-другому выглядишь, то к тебе относятся настороженно. И не существует пока программ, которые бы эту настороженность со стороны государства развивали. Да, у нас есть, скажем... Наоборот, в смысле, эту настороженность, чтобы ее не было, да? Чтобы ее не было, развивали. Да. Расширяется культурно-гуманитарное сотрудничество, российское высшее образование неизменно востребовано в Таджикистане. На текущий учебный год для республики выделено 618 государственных стипендий. В местных школах применяются российские образовательные программы, стандарты. На сегодня дополнительные условия, значит, как раз соглашения, которые были подписаны, открывают новые перспективы. Лавров посоветовал гражданам Таджикистана избегать мутных схем при работе в России. Про отношение москвичей к мигрантам. И, к сожалению, в общем, вывод такой, что не зависит даже от страны, скорее от национальности, да, вот это отношение. Что, скажем, к дагестанцам и чеченцам относятся так же негативно, как к таджикам и азербайджанцам. Да, вот такой настрой. Там лучше относятся к молдаванам. Да, вот, как ни странно, где-то вот это, если на уровне 80% вот это отсечение, там был вопрос: будете ли вы против, если ваша дочка или сын выйдут замуж или женятся на там, вот, таджики, там, да, Киргизия, Дагестанте, вот где-то 80% там против. Там, да, они могут быть не против, что они здесь присутствуют, работают, но когда это касается семьи, там, лично, да, это да, вот когда личного, это там, да, вот эта точка отсечения 80% не хотят. Да, если говорить про, скажем, молдаван, что было для меня удивительно, где-то 50% против. Там украинцы 30%, и не москвичи 20%.
Там, да, то есть вот это, что ты москвич, я не москвич, это все равно сохраняется. Но вот, к сожалению, общество так выстроилось, что вот лично в свою квартиру не готовы пускать. Там, да, это довольно показательная вещь. И На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.